Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. В Гагарском районе после масштабной реконструкции открылись 3 детских сада. В торжественных мероприятиях принял участие президент Бадра Гунба. В школах Кулрыбского района идут работы по замене окон. Обновление материально-технической базы школ – одно из приоритетных направлений работы. Жара, ливни и резкая перемена погоды. Лето в этом году преподносит сюрпризы. Актуальный репортаж программы. В Фисунде после капитального ремонта торжественно открыли детский сад Амзара. В церемонии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба, глава государства, министр просвещения Хана Гунба и глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш осмотрели помещения, прилегающую территорию с игровыми площадками и зонами отдыха, пообщались с педагогами и детьми. Данный объект являлся одним из долгостроев города. Ремонтные работы здесь велись более 8 лет. Завершить масштабную реконструкцию удалось благодаря российской финансовой помощи в рамках инвестпрограммы. Стоимость проекта – 102 миллиона рублей. Детсад рассчитан на 120 детей. Детский сад Ашана открыли в селе Багрыбста Гагарского района. Объект приступил к работе после более чем 30-летнего простоя. Строители полностью обновили конструкцию здания, установили современное кухонное и учебное оборудование, а также завезли новую мебель. Торжественное мероприятие посетил Бадра Гунба. Дошкольное учреждение рассчитано на 2 группы по 20 детей. Оно было отремонтировано за счет средств бюджета Гагарского района совместно с армянской общиной Абхазии. Красную ленту перерезали министр просвещения Хана Гунба и директор детсада Саида Пандалион. Стоимость проекта – 27 миллионов рублей. Президент Бадра Гунба принял участие в торжественном открытии детского сада Абырлаш в Гагре. Ранее это дошкольное учреждение было выведено из государственной собственности и продано под коммерческий объект. Однако, благодаря усилиям главы администрации Гагарского района Юрия Хагуш, его удалось вернуть на баланс района. Все работы были проведены за счет средств местного бюджета. В здании выполнили капитальный ремонт, полностью обновили внутренние помещения, установили современное оборудование для пищеблока и завезли новую мебель. Детский сад рассчитан на 100 воспитанников. Бадра Гунба проинспектировал ход реконструкции центральной набережной в Гагре. Работы по восстановлению объекта начались после масштабного шторма, нанесшего серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре. На данном этапе строители уже полностью реконструировали участок набережной протяженностью 1700 метров. Общая площадь обновленного покрытия пешеходных зон составила 10 200 квадратных метров, а объем финансирования текущего этапа – 136 миллионов рублей. В ходе модернизации специалисты полностью заменили инженерные сети, уложили прочные износостойкие покрытия, установили современные линии освещения, защищенные от агрессивного воздействия морской соли. В рамках дальнейшего развития планируется продлить набережную еще на 900 метров. Этот проект предусматривает возведение 2 пешеходных мостов, что позволит благоустроить дополнительно 3600 квадратных метров территории. Доходная часть бюджета Гагарского района выполнена на 112,3%. Фактические налоговые поступления за 6 месяцев текущего года составили 714 миллионов 634 тысячи рублей, что на 70 миллионов больше запланированных показателей. Бадра Гунба принял участие в совещании, посвященном социально-экономическому развитию Гагарского района по итогам первого полугодия 2026 года. Расширенный репортаж с поездки президента в Гагарский район смотрите в нашей программе 16 июля. Прокуратурой города Сухум проводится проверка по факту применения физического насилия в отношении воспитанников частного детского сада «Умка», расположенного в городе Сухум, со стороны руководства учреждения. Основанием для проведения проверки послужили обращение уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинжоля, а также коллективное обращение родителей. На период проведения проверки и до выяснения всех обстоятельств деятельность детского сада «Умка» приостановлена. По результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.
школах Гулрыбского района идут работы по замене окон. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений остается одним из приоритетных направлений работы. В Гулрыбской средней школе имени Даура Бигвава будет заменено более 30 окон в коридорах и переходах. О ходе работ в репортаже Шазины Ханагуа. Около 15 дней назад в Гулрыбской средней школе имени Даура Бигвава стартовали работы по замене установки новых окон. Этого события с нетерпением ждали ученики и весь коллектив школы. Обновление окон сделает учебное помещение теплее в зимний период. Школа состоит из двух частей – старой и новой. Старое двухэтажное здание построено в 1904 году. В нем обучаются старшеклассники. Новое здание возвели в 1974 году. На первом и втором этажах располагается начальная школа, а на третьем – старшеклассники. Это вот князь Мяской, была воскресная школа, и потом потихонечку уже добавили. Здесь хоть стояли старые, но стояли. Вот опасность была, что старые, да, а окна открывали, что стекла могут упасть. Потому что не цельные были, а вот кусочками. Теперь мы счастливы, конечно. 34 окон посчитали. Не только в коридорах, а в кабинете медсестры еще те меньше были. Вот в старом здании тоже меньше параметры. А вот здесь большие тройные окна. Там двойные, а здесь тройные, конечно. Ранее окна заменили во всех классах. Однако работы по установке не были проведены в коридорах и переходах. В школе обучаются 540 детей не только из Агудзеры, но и из других населенных пунктов района. Обучение ведется в двух секторах – абхазском и русском. На сегодняшний день подано 45 заявлений в первый класс. Эта цифра может измениться после 20 августа, отметила Элла Пипия. Благодаря району лет 5-6 тому назад заменены были во всех классах окна. Все в одну смену учатся. Учителя одни и те же, что в абхазском секторе, что в русском секторе. Начиная с 1 по 11 класс в кабинетах делают родители. И кондиционеры ставят, и каждый раз красят. По всей школе у нас окна есть. Я думаю, после окон перейдут к коридорам. Работы ведутся за счет средств резервного фонда Кабинета министров. Замена окон проводится еще в двух школах. Всего в Гулрыбском районе 13 школ. خينركنا تخون زاوي ناس يقصو جراتشوب أخا يقصبو يحيي حوب بنجر كورجانا خلا حوزر برشتا خرق شرك حنيويد تشا تصير كوجروب يحزن خو جرت بنجر كوزيجي بسخو بحا حرت حل شو دشكول كوزيجر جا هناش مجمع بسخو خن زمو عش كورب سخرة دشما كورق قصرة بس شزق قصرة كصوت دشا خب خطاك خب سخبو بيحب شو بس يعزقو درند بيشكول وبرا يرو قصي كت بيشكول جا وبرا يخب سخبو قبا خب خطاك. На сегодняшний день большая часть запланированных работ уже выполнена. Оставшиеся находятся на завершающем этапе. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений остается одним из приоритетных направлений работы. Артур Торчева подчеркнул, что кроме того, все школьные столовые до сентября будут укомплектованы мебелью. Средства на эти цели уже выделены из резервного фонда Кабинета министров. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Общественный политический деятель Борис Адлиба родился 95 лет назад, 15 июля 1931 года. Борис Адлиба был одним из самых активных борцов за права абхазского народа в советский период, поддерживал идею расширения права автономии и сохранения национальной культуры. Он был первым подписантом Лыхнинского обращения 1989 года, в котором было выражено требование вернуть Абхазии статус республики в составе СССР, который у нее был в 1921-1931 годах. Его примеру последовали более 30 тысяч человек. Бадра Гунба сделал обращение в связи с 95-летием со дня рождения известного абхазского общественно-политического деятеля Бориса Адлиба. На протяжении всей своей жизни Борис Викторович честно служил Абхазии, последовательно отстаивая интересы своего народа, развитие его национальной культуры. Будучи первым секретарем обкома Абхазии, стал первым подписантом Лыхнинского обращения 1989 года. Для партийного руководителя того времени такой шаг требовал
требовал большого личного мужества и готовности поставить интересы своего народа выше служебного положения и возможных последствий. Этот поступок стал ярким свидетельством его принципиальности, гражданской позиции и преданности, Абхазии, отметил президент Бадрагунба, подчеркнул, что имя Бориса Викторовича занимает достойное место в истории Абхазии. На память о нем будет жить в сердцах людей. В родовом селе Бориса Адлиба Чулоу открылась фотовыставка. Здесь представлены фотографии из семейного архива, начиная с детских лет, юности, работы в разных поездок и командировок. Фотовыставка была организована к 90-летию Бориса Адлиба и уже выставлялась на Центральном выставочном зале. А теперь она на постоянной основе будет находиться в Доме культуры в селе Чулоу. Директор Дома культуры Ансо Ануа говорит, что они с большим удовольствием приняли фотографии, так как благодаря Борису Адлиба в свое время в Чулоу появился свой Дом культуры и школа. Международная повестка. Министр обороны Польши предложил молодым украинцам призывного возраста не сидеть в убежище в Европе, а наоборот пополнить ряды украинской армии и воевать против России. I czy Ukraińcy są we wszystkim w porządku? Nie, nie są we wszystkim w porządku. А как насчет украинцев? У них все в порядке? Нет, у них не все в порядке. Разъезжают на машинах за миллионы злотых. Это нормально? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять. Все молодые, способные к борьбе украинцы должны быть на Украине и там служить Родине. Ранее стало известно, что Европейский Союз вскоре перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Для въезда в Польшу и другие страны ЕС необходимо иметь справку или иной документ, подтверждающий освобождение от мобилизации. Сообщается, это было требованием Зеленского. Другое – это депортация украинцев обратно на Украину, потому что другого варианта пополнить ряды ВСУ в Киеве не видят. Мы обсудили эту тему с бывшим сотрудником украинского посольства в США и в прошлом заместителем генпрокурора Украины Андреем Тележенко. По его словам, руководство Польши предоставляет шанс беглым патриотам, которые больше всех поддерживают войну, проявить свое рвение на поле боя, а не в уютных европейских столицах. Это непосредственно намек на то, что Евросоюз, который рассматривает будущее сегодня украинцев в еврозоне, и не только мужчин, а уже и по женщинам заявление сделали, что не будут принимать военнообязанных женщин на территории Евросоюза, и как бы их будущее тоже предрешено. Будут депортировать. Как только будут какие-то промахи по закону, любые, нарушив правила дорожного движения, депортируют. Демократия, мы видим, как это уже происходит в разных других странах, такой же самой Польше, в других странах. Это будет делаться и в более западных странах Европы. Потому что Европе, в первую очередь, второй фактор этого заявления, нужен фронт продолжения. Они не хотят сами воевать. Пока они понимают, что у них нет возможности. И будет для чего воевать самим, для чего посылать на Украину деньги, если можно посылать туда сразу готовое тело, которое будет дальше удерживать позиции. Хочет он, не хочет. Это все равно день-два на одного человека, если так можно прочитать, еще день-два на второго. И так вот пару миллионов, можно еще пару лет и воевать. К этому оно все и идет. Тут украинцы, как говорится, показали тоже себя, пребывающие, как говорится, на территории Европы, показав свое отношение, как они хотят воевать. Многие же вы видели эти акции. С флагами ходили. Я говорю, не все, но многие ходили, поддерживали. И теперь им эту возможность Европа даст, чтобы они это проявили свой патриотизм не в Брюсселе или в Париже, а на территории уже непосредственно режима горловины, как сказать, действительно военных действий. Между тем, не рады в Европе не только украинским беженцам, но и Владимиру Зеленскому и украинским солдатам. В Париже прошла акция против присутствия украинского лидера на мероприятиях, посвященных Дню взятия Бастилии. В торжестве принимали участие военнослужащие из Украины и Владимир Зеленский. Местные жители считают, что такими действиями президент Франции втягивает еще больше их страну в войну с Россией. Украина с Зеленским, которые присутствуют, и элементы, которые принадлежат украинской армии, о которых известно, что они связаны с очень экстремистскими элементами, даже неонацистами. Все это бесчестно для Франции, для французских солдат, которые сражались с нацизмом. И главное, это не имеет ничего общего с французским национальным праздником.
Мы смеемся, потому что знаем, что история на нашей стороне. И это духовная история. Это история, которую они не могут понять, которую они никогда не поймут. И именно поэтому они будут побеждены. Солдаты Украины, возвращайтесь домой. Факт того, что Эммануэль Макрон пригласил Зеленского, совершенно неуместен. Сегодня 14 июля. Это день национального праздника Франции. Франция не должна быть вовлечена в этот конфликт. Почему? Потому что на самом деле нет прямой исторической связи между Украиной и Францией. И власть в Украине в настоящее время весьма сомнительна. Макрон занимает воинственную позицию. Создается впечатление, что он готовит французское население к потенциальному участию в войне. Андрей Тележенко считает, что если практика депортации украинских беженцев распространится и на другие страны, местное население только поддержит этот шаг. В Европе это поддерживается. Людям уже надоело, что страны Евросоюза вбухивают колоссальные деньги, и правительство будет продолжать вбухивать колоссальные деньги на войну против России через Украину. Но, чтобы замылить глаза своему населению, которое не поддерживают украинцев большинство, которые, говорю еще раз, вынуждена Европа платить за это все, и они видят, кто это зло, вот, которые украинцы, которые ходят на улице, которые получают все льготы, их и отправить, показать своим же гражданам, что вот мы делаем все возможное, чтобы помочь вам. Мы дали им шанс, украинцам, они себя проявили, правительство нас проявило себя, вот мы их назад отправляем на родину, пусть они воюют. Это будет как бы поддержку, это большой рейтинг будет расти у тех стран, которые это будут начинать делать в самом Евросоюзе. Это же просчет, это же не просто так захотели, отправили, захотели не отправить. Еще это долгое время украинцев держали тут, потому что не было еще этого резонанса и пика накала ситуации в самой Европе политической, который как бы, мы как мы видим в социологии Польши, Германии, поддержки правительства. И когда правительство начало это делать, как бы выступать за такие действия, то у такого правительства есть поддержка населения. Это большой фактор. Я думаю, главный фактор, на который будет опираться сама Европа. А, конечно, это может привести к каким-то непосредствиям в самом Евросоюзе. А Евросоюз, можно сказать, со своей стороны, им уже начхать на какие последствия. У них закрываются заводы, фабрики, те, которые работали сотнями лет. И им как бы на имидж тоже уже, как бы, как это будет выглядеть в глазах того же самого мира, они через медиа свою картинку перекрутят, и никто не будет дальше знать. Сегодня покричат, завтра забудут, потому что это будет другая тема. Это ж Запад к этому так, он же цинично относится. Сегодня взяли украинцы, завтра выкинули. И вот это, как говорится, работает эта система на ура и против самих же граждан того же самого Евросоюза, а украинцев тем более. Так что, к сожалению, много будет меняться сейчас для Украины. И украинцам откроют глаза, что они не самая первая нация в мире и не самая любимая нация на Западе. А те, которые как бы должны за Запад, если они хотят там быть якобы когда-то, через лет 100, они должны еще себя показать. Потому что еще Европа не увидела, что украинцы себя показали. Ну, это так оно, если так коротко. Закулисье 8-го фестиваля Гранд Опера Гала в Русском драматическом театре. Идут последние приготовления к большой премьере. Более 90 музыкантов из Абхазии и России объединились на одной сцене, чтобы подарить зрителю легендарную «Кармен». Позади долгие часы напряженных репетиций, поиск идеального звучания и обмен опытом. Как рождается театральная магия и что происходит за закрытыми дверями репетиционного зала, расскажет Ирена Богатырья. Здесь, в рабочей полутьме, Кармен выглядит иначе. Слышно тяжелое дыхание артистов после сложных сцен. Дирижер прерывает оркестр ради важных правок. Нервы напряжены до предела. И именно в этом черновом хаосе рождается то, что зритель позже назовет театральной магией. Совсем скоро зал погрузится в солнечную искрящуюся атмосферу Севильи и роковых страстей, раскрыть которые артистам помогла режиссер спектакля. Мы хотим донести самую главную идею этой оперы, рассказать эту историю, рассказать историю любви, рассказать историю ревности, рассказать историю мести, светлого чувства, зависти и так далее. То есть все, как и в любом мировом произведении искусства, строится на человеческих взаимоотношениях. Несмотря на то, что эта опера будет в формате semi-stage, да, это такая полуконцертная версия, я думаю, что нам все равно удастся передать все те эмоции, которые мы закладывали. Выбор этого
этого произведения не случайен. В прошлом году шедевру Жоржа Бизе исполнилось 150 лет. Как отмечает художественный руководитель фестиваля Саид Габечи, это одна из самых исполняемых опер в мире, и представить ее на абхазской сцене было его давней мечтой. В пятилетие фестиваля мы ставили оперу «Богема» Джакомо Пуччини, после исполнялся «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти, и вот в этом году опера «Кармен». Все оперы у нас сюда проходят в Русском театре. Я очень благодарен руководству театра Ираклию Леонидовичу Хинтба за то, что он предоставляет этот потрясающий театр для проведения этого мероприятия. Это, наверное, единственная площадка, которая готова снабдить нас всем необходимым для этого масштабного действия. Главная героиня Кармен – сильная, стихийная женщина, ломающая шаблоны своего времени. Исполнительница ее роли Светлане Кашириной – этот темперамент близок. А настроиться на нужный лад помогает сама Абхазия. Жаркое солнце напоминает Испанию, и артистке впервые не приходится искусственно разогревать себя перед выходом на сцену. Атмосфера юга делает это сама. Она просто очень страстная, любящая, и она смелая, и всегда старается свои чувства по максимуму как-то в жизнь воплотить. Вот. И поэтому, собственно, она вне системы, но когда человек идет против, да, когда он, грубо говоря, часто и такие люди сгорают. Не всегда это какое-то убийство. Мы знаем каких-нибудь там великих людей, которые, допустим, живут на полную катушку, почему-то они рано умирают. Мне кажется, здесь вот какая-то есть вот для меня лично взаимосвязь, что так с ней случилось. Каждый артист привносит в образ частичку себя. В этом и заключается профессионализм. Понять суть персонажа, пропустить его через себя и сыграть так, чтобы зритель поверил безоговорочно. Для абхазских вокалистов, привыкших к более статичным выступлениям, эта постановка стала вызовом. Здесь поет не только голос, но и вся пластика. Освоить сложную динамичную роль местным артистам помогли приглашенные профессионалы. Конечно, здесь все большие профессионалы, все люди, у которых уже есть опыт немалый такой работы. И поэтому это, конечно, очень интересно, очень здорово. Мы все тут уже, все, кто был не знаком, все уже подружились и все поддерживаем друг друга. И думаю, что все будет замечательно. Что касается ее персонажа, Микаэлы, то я, конечно, она мне не близка. Абсолютно я не поддерживаю такое поведение. Как безрассудное, можно сказать. Любовь, наверное, так знает. Необыкновенная отзывчивость и гостеприимство абхазов видна и в музыкальном смысле. Они готовы на все новое, отмечает дирижер спектакля. Когда у певцов горят глаза, а самоотдача максимальна, это зажигает и оркестр. Тональность этой оперы, скорее всего, это неуправляемое, безумное, безответственное чувство любви. Это любовь, но она с горечью, она со смертью и с очень невероятными, быстрыми, необдуманными поступками. Такое случается и в жизни, но в опере мы все смотрим как бы через витражное стекло, все утрированное, все через лупу. Поэтому эмоции находятся на самом пике своего развития, и мы надеемся, что публика оценит, примет эти эмоции, уйдет заряженной, и на эти 3 часа, пока идет спектакль, мы все немножко поднимемся над теми ежедневными проблемами, тем бытом, который нас окружает, и приблизимся к чему-то высокому. Мы постараемся поцарапать струны души. Рядом со взрослыми на сцене работают и юные артисты. Для детей это первый серьезный актерский опыт в опере, но под руководством режиссера они быстро раскрыли свои таланты. 9-летняя Ксения без стеснения делится своими эмоциями. В спектакле она играет сразу 2 роли – мальчишку из уличного хора и цыганскую девочку. Я всегда стараюсь приходить вовремя на репетиции, потому что если ты не пришел, я считаю, что ты пропустил полспектакля. Сам артист должен понимать, что от него и от его коллектива зависит, как они выступят. Опера наполнена страстью, любовью, и я хочу выразить огромную благодарность организаторам и, конечно же, нашему режиссеру, который сделал это все дело. Более 100 человек на сцене, живой оркестр, яркие костюмы и бессмертная французская классика. Все это ждет зрителей 16 июля на сцене Русского драматического театра. Ирина Богателя, Ахрамич, Абхазское телевидение.
Рейсы из Челябинска в Сухум начнутся с 17 июля. Полеты будут осуществляться компанией «Северный ветер» по понедельникам и пятницам на Боинг 737. Запуск нового международного маршрута позволит повысить транспортную доступность региона, расширит возможности для туристических поездок и удовлетворит растущий спрос жителей Челябинской области на авиаперевозки в южном направлении, говорится в публикации Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Участок автомобильной дороги, ведущий к высокогорному селу Псху, размыло в результате обильных осадков. Потоки воды отрезали транспортное сообщение с Псху, оставив его без автомобильной связи, рассказал ПСН-пресс начальник пожарно-спасательного поста МЧС в селе Сергей Зинченко. Это примерно в 8 километрах от села в сторону Ауадхары. Из-за аномальных осадков поднялся уровень воды в речке и размыло около километра дороги. Также пострадали огороды людей, где они выращивали кукурузу, картофель, разные овощи, отметил Зинченко. Жара, ливни и резкие перемены погоды. Лето в этом году преподносит сюрпризы. Какая погода ожидает жителей Абхазии в ближайшие дни, узнавал Дамир Акшпа. Середина лета традиционно считается самым жарким периодом года. Однако высокая температура воздуха вовсе не исключает резкой смены погоды. После продолжительной жары нередко формируются грозовые облака, которые приносят ливни. Также в Сочи 14 июля из-за сильных ливней были подтоплены улицы, дворы и дома. Сегодня в Краснодарском крае, 15-16 там штормовое предупреждение, что вызвано, это обусловлено тем, что у нас морская вода прогрелась от климатической нормы порядка на 2-3 градуса, и, соответственно, когда перемещается воздушная масса, холодная и теплая масса, которая формируется над морем, столкновение этих двух масс и как раз-таки способствует формированию опасных явлений погоды. Что касается территории Абхазии, по словам климатолога Асиды Ахсалба, уже с сегодняшнего вечера погодные условия в приморской части начнут постепенно стабилизироваться. Интенсивность осадков снизится, а небо станет более ясным. В то же время в предгорных и горных районах республики дождливая погода сохранится еще в течение 2-3 дней. Но ливневых осадков не ожидается. Дожди будут носить моросящий кратковременный характер. После 16-го стабилизируется погода. Особенно с 20 июля ожидается повышение температуры порядка на 2-3 градуса от климатической нормы. Это говорит о том, что вообще в июле, начиная с второй половины, особенно июля, сильное ультрафиолетовое излучение. И, соответственно, это нужно учитывать как местным нашим гражданам, так и нашим гостям. Находиться на открытых территориях с 12 до 16 часов строго запрещается. Это очень опасно для как кожи человека, так и для вообще в целом здоровья. На здоровье оказывает сильнейшее воздействие. Если сравнивать нынешнее лето с прошлогодним, то, по словам климатолога Асиды Ахсалба, наиболее жарким месяцем ожидается август. По предварительным данным, средние температурные показатели будут превышать климатическую норму примерно от 3 градусов и выше, в зависимости от местности. Это означает, что жителей и гостей Абхазии ожидает продолжительный период устойчивой жары с минимальным количеством осадков. Специалисты рекомендуют в самые жаркие часы дня по возможности избегать длительного пребывания под открытым солнцем. В августе мы ожидаем опасное явление погоды. Это в виде сильных штормовых, соответственно, дней, связанные с усилением ветрового режима и выпадением залповых ливневых осадков. Поэтому особо хочу отметить, приводить в порядок маленькие реки, которые протекают через города Абхазии, потому что при залповых ливневых осадках они очень быстро наполняются в течение от пару часов и выше. Чего не скажешь в случае больших рек, наполняемость больших рек, но практически от 3 дней должны осадки в виде ливней, влажных осадков выпадать. На сегодняшний день температура воздуха довольно комфортна и составляет плюс 27 градусов, но уже через несколько дней она повысится, так что жаркой погоды Абхазии не избежать. Дамир Акшпа, Давид Хашик, Абхазское телевидение.
четверг, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами ночью и утром возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 26 градусов. Абриала Уахапи Дырат, рекорд программа Харкшоп Ацхалб